В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий на страже порядка сотрудники управления ГИБДД патрулируют дороги каждый день. И, конечно же, без нарушений не обходится. Самые распространенные из них – телефонные разговоры за рулем, игнорирование ремня безопасности и тонировка. Профилактическая работа с водителями и постоянные рейды в зонах риска дают свои результаты, но есть над чем работать. И обязанность любого гражданина, какой бы он веры ни был, соблюдать правила. Даже пожалеть своих родителей, пожалеть своих братьев и сестер, чтобы, значит, они не видели бы жертвы своих родственников, своих близких. Потому что слишком много случается, вот эти аварии, слишком много жертв у нас сейчас, если посчитать статистику, иной раз даже превышает те нормы, которые на войне не случаются. Следует напомнить, что по итогам прошедшего года отмечалось снижение показателей дорожно-транспортных происшествий. Их общее число составило 193 аварии, в которых пострадали порядка 300 человек, из них 59 погибли. Однако с начала нынешнего года бьют тревогу не только сотрудники ГИБДД, но и водители со стажем. Ребята, которые нарушают, очень грубо нарушают некоторые. В основном, мне кажется, скоростной режим, встречная полоса. Вот на Перекрестке, когда станешь на светофор, то справа один заезжает, то слева другой заезжает. Невозможно соблюдать интервал, дистанции соблюсти невозможно. Если соблюсти, кто-нибудь все равно встанет туда. Вот я посоветовал бы ребятам, чтобы были поосторожнее. Они сами, в большинстве, они сами страдают. Страдают и невиновные страдают при этом. Когда листовки и баннеры не справляются с задачей, применяют тяжелую артиллерию, выписывают штрафы, составляют протоколы. Ситуация не из приятных, но иначе молодых водителей не подвести к ответственности. Даже незначительные на первый взгляд нарушения могут стать причиной больших последствий. На сегодняшний день у нас, к сожалению, есть водители, которые позволяют управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии, которые не имеют права управления, не имея водительского удостоверения. Также управляет транспортным средством не без госрегистрационных знаков, управляет транспортным средством, тонированными транспортными средствами. Все эти лица сегодня останавливаются, отрабатываются для того, чтобы они в последующем не нарушали правила дорожного движения и не доставляли окружающим неудобства. Каждую пятницу, согласно плану, будут проводиться рейды и акции. Сотрудники в очередной раз призывают быть крайне внимательными и не пренебрегать правилами безопасности на дорогах. Лариса Дударова, Зураб Гайтов, Новости 24.